Это смешно и стыдно одновременно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация повеселила всех в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Абдулхаким Разикзода, глава Высшей аттестационной комиссии при президенте Республики Таджикистан, прокомментировал, почему государственные чиновники не могут защитить научную диссертацию без разрешения президента. В начале этого года Высшая аттестационная комиссия при президенте Таджикистана направила ученым советам и диссертационным советам при высших учебных заведениях страны директиву, согласно которой диссертации госчиновников могут быть рассмотрены и рекомендованы к защите только с согласия главы государства. Такие правила введены после того, как в результате проверок интернет-сообщества ученых «Диссерент», которое разоблачает поддельные или списанные диссертации и научные работы, высокопоставленные таджикские чиновники были уличены в недобросовестности при написании научных работ, хотя некоторые из них потом отвергли обвинения в плагиате. Как вы относитесь к такому позору? Наши чиновники не могут написать работу. Чего они требуют тогда от студентов? Но это же стыдно. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам Абдулхакима Разикзода, который провел 3 августа пресс-конференцию в Душанбе, что целью данного решения является систематизация процесса защиты научных диссертаций государственными служащими. Госслужащие заняты своей основной деятельностью, а написание научной работы требует много времени и сил. То есть очень сложно одновременно заниматься научной работой и государственной службой. И поэтому ВАК посчитал, что в связи с этим иногда возникают нежелательные ситуации, мягко говоря. Мы не запрещаем госслужащим защищать научные диссертации, но мы хотим, чтобы эта деятельность была систематизирована, то есть они должны получать официальное разрешение на занятие научной работой. Мы хотим прозрачности в рамках нормативных документов, добавил он. В ВАК сообщили, что раньше среди государственных чиновников и служащих было много желающих защититься и получить ученую степень, но после введения новых правил этот процесс стал урегулирован, и желающих стало намного меньше. Напомним, диссерент с 2018 года уличил в плагиате таких высокопоставленных таджикских чиновников, как помощник президента по вопросам кадров Асадулла Рахмон, первый вице-премьер Таджикистана Давлат Али Саид, председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатшо Гулмахмадов, сын министра образования Таджикистана Шахин Саидов, глава агентства по контролю в сфере образования Таджикистана и других. Последнее особенно смешно. Один из сотрудников ВАК при президенте Таджикистана на условиях анонимности сообщил, что новая директива появилась после критики главой государства крайне низкого уровня защищенных диссертаций. В прошлые годы госслужащие с ученой степенью имели определенные льготы, а также обладали преимуществом при получении новых высоких должностей. Именно поэтому госслужащие самыми различными путями становились кандидатами и докторами наук. После критики президента число таких госчиновников резко сократилось, сказал сотрудник ВАК. Абдулхаким Разикзода сказал, что до сих пор при создании диссертационных советов виден невооруженным глазом фактор местничества и привлечения к этому вопросу знакомству. По его словам, этот процесс нужно предотвратить как можно скорее. Было даже такое предложение о создании диссертационного совета, в котором 70% членов все были бы из одного джамоата. Но наука – это такой процесс, где нужно выходить за границы местничества. Настоящий ученый должен быть вне всяких границ и особенно местничества, отметил он. В Таджикистане диссертационные советы созданы в вузах, научных учреждениях. По информации ВАК, к ним было подано 244 заявления от различных научных учреждений и вузов на создание диссертационных советов. Из них было удовлетворено только 115. Представитель Высшей аттестационной комиссии сообщил также о 10 случаях плагиата, но при этом отказались назвать персональные данные тех, кого уличили в недобросовестном использовании чужих научных трудов. По информации ВАК, за первые 6 месяцев текущего года 30 научных диссертаций таджикских ученых не прошли через компьютерную программу антиплагиат. Заместитель председателя ВАК Дилшот Ибрахимзода в беседе сказал, что из этого числа 10 научных диссертаций признаны плагиатом, а в остальных работах выявлены нарушения других норм и правил. В ВАК заявили, что после разоблачений и аннулирования ряда научных работ таджикские ученые сейчас проявляют осторожность. Но хотя глава этого
учреждения подчеркнул, что сейчас плагиата стало меньше. Все равно сомнения и критика научных трудов в Таджикистане все еще актуальна. Антиплагиат – это электронная программа, в которой хранится база данных защищенных научных работ ученых постсоветских стран и которая показывает, из какого источника были заимствованы те или иные отрывки текста диссертации. Как вы относитесь к подобной ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!